В общественной приемной главы Республики Коми прошла прямая линия. О том, какие меры государственной поддержки могут получить индивидуальные предприниматели и юридические лица, рассказала специалист Центра занятости населения Юлия Шиненкова. Одной из весомых мер поддержки является субсидия за трудоустройство безработного. Чтобы ей воспользоваться, ИП и ООО необходимо трудоустроить безработного гражданина. Программа была запущена еще в 2021 году, и до сих пор она работает, и активно наша организация города этим пользуется. Значит, размер субсидии составляет это сумма МРОТ, увеличенная на районный коэффициент, сумма страховых взносов и количество трудоустроенных граждан. Первый платеж работодатель получит через месяц после приема на работу, второй платеж через 3 месяца и третий платеж через 6 месяцев. На субсидию может претендовать любой работодатель, который примет в штат человека, зарегистрированного в Центре занятости. Программа господдержки затрагивает разные категории безработных. Тех, кто был уволен в связи с ликвидацией предприятия или сокращением штата. Тех, кто был переведен на постоянную работу к другому работодателю, но находится под риском увольнения. Например, отправлен в неоплачиваемый отпуск или переведен на неполный рабочий день. Также работодателям полагается субсидия за трудоустройство молодежи, кандидатов до 30 лет, в том числе без опыта работы и выпускников. К участию в программе теперь могут приниматься индивидуальные предприниматели, которые являются сами инвалидами, предприятия-учредителями, которых являются инвалиды, и общероссийские общественные организации инвалидов. В рамках обновленной программы работодатели будут получать господдержку за трудоустройство инвалидов в размере 6 МРОТ. Также напомним, что до сих пор действует программа постановления 362 правительства Российской Федерации, это по трудоустройству других категорий граждан. В размере господдержки остается на уровне 3 минимальных оплат труда, то есть 3 МРОТа. В целях получения субсидий работодателю нужно направить заявление в службу занятости через личный кабинет и единой цифровой платформы «Работа в России», к которому приложить перечень свободных рабочих мест и вакантных должностей, на которые предполагается трудоустройство граждан. В этом случае служба занятости поможет работодателю с подбором персонала. По всем имеющимся вопросам или за консультацией можно обратиться к специалистам Центра занятости по телефонам 30635 или 30540.